Ух ты! Здравствуйте, дорогие наши зрители! Мамы, папы, бабушки, дедушки, тети, дяди, крестные и все остальные родственники. Мы рады, что вы сейчас с нами в этом красивом, необыкновенно красивом зале, в этот торжественный и очень значимый для нас день. Сегодня мы посвящаем наших первоклассников в музыкантов. Они проучились в школе уже целых 1,5 месяца. И сегодня мы увидим, чему они научились, что они запомнили, как они любят занятия в музыкальной школе, какие занятия они любят. Я попрошу вас, усаживайтесь поудобнее, не забудьте отключить звук ваших телефонов, одевайте улыбки, готовьте руки, хлопайте, хохочите, кричите «браво», короче, ведите себя как дети. Всем добрый вечер! Поздравляю! Мы рады видеть вас, друзья! И вот, прекрасно в этом зале собралась дружная семья. Ведь только-только поступили. Так волновалась вся семья. И вот, на сцене перед вами поздравим с праздником! Ура! Первый раз выходим мы на сцену, глазки словно солнышки горят. Этого концерта ждали все мы, даже
фортепиано и цимбал, балалайка и гобой. И аккордеон с баяном, рады встретиться с тобой. Саксофон, кларнет, гитара, плюс виолончели пара. Также хоровое пение всем поднимет настроение. Мандолина, флейта, домра, композиция, вокал. Всех заставит улыбнуться, даст вам творческий накал. Как же вы попали в школу? Расскажите поскорей, только честно, не скрывайте. Вы в кругу своих друзей. Как все это получилось, мы расскажем вам сейчас. Здесь события промчались, как стремительный пассаж. Не успел я оглянуться, как меня за две руки мама с папой подхватили и куда-то повели. В школу привели тебя, в школу музыкальную. Много задали вопросов, петь просили правильно. Я их немного им похлопал, слушал что-то странное, а потом меня отправили прямо на экзамены. Был вступительный экзамен, все волновались, но на радость всей семьи в списке оказались. Поначалу я был счастлив, вот будет вознесение. Оказалось, я ошибся, здесь одно учение. Нас бы нам еще тогда. Куда же мы попали? Совсем ближайшие 7 лет. Вы специально едвали. Целый день сижу, зубрю. Ноты, ритм, гамма. Может, в химии пойду? Вы не против мамы? Я просто восхищение. Знаю столько разных нот и играть умеет. А вот я играю плохо, басы не подчиняются. Говорит мне мой учитель, ты мало занимаешься. Не расстраивайся, мальчик. Школа — храм науки. Здесь тебя играть научат, петь красиво звуки. И на хоре ты узнаешь много интересного. А сольфеджио для жизни просто нам полезно. Музыка особый мир, тайный и чудесный. У нее есть свой язык, очень интересный. Всем присутствующим в зале мы сегодня обещаем, будем очень мы стараться, будем с музыкой дружить, будем честно заниматься, будем музыку любить. Музыкантом стать непросто. Нужно многое уметь. Слушать, слышать и учиться. Ноты знать и чисто петь. Это мы сейчас проверим. Знаки, милые друзья. Помогайте в этом зале. Песня зазвучит моя. Ну-ка, встаньте, первый класс. Покажите высший класс. Музыканта попроси перечислить ноты, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, скажет он с охотой. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, скажет он с охотой. Даже в речке караси, окуни и щуки,
Сейчас проверим мы. Знак диез – значок жучок. Он забавный и смешной. Этот знак повысить может на полтона звук любой. Всем диезом вверх по квинтам очень нравится идти. При ключе писать их нужно фа, до, соль, ре, ля, ми, си. Знак диез, что он означает? Этот знак, вот он повышает. Знак диез, вот он повышает. Знак, который понижает на полтона звук любой и на мягкий знак похожий, называется бемоль. У бемолей свой порядок, очередность у ключа. Вниз по квинточкам шагают. Си, ми, ля, ре, соль, до, фа. Знак бемоль, что он означает? Этот знак, вот он понижает. Знак бемоль, вот он понижает. Если надо отменить знак диез или бемоль, то пекарь придет на помощь и отменит знак любовь. Ну, всего лишь на деталь. Знак пекарь, что он означает? И диез, и бемоль. Все он отменяет. Отлично, Спири. Все в порядке. Попробуем решить загадки. Я стою на 3 ногах, ноги в черных сапогах, зубы белые, педаль, а зовут меня.
прозвучало в залі Мой голос бархатистый, всем знаком, и бодрство, и гром. Полет земля и зимние метели, они мне дорогы. с песней звонкой. Отличная пара. Слушайте, в зале играет гитара. Деревянный с клювом птичьим, он мелодию от них может петь. Тут спору нет, назовут его правильно.
брат Баяна, где веселье, там он. Я загадывать не стану. Всем знаком? В руках у музыканта золотая птица, голову склонила, а самой не спится, клапаны, как перышки, выгнутое горлышко. Саксофон. Дружно струны зазвенели, в зале все повеселели, а на сцене иностранка, сеньорита итальянка. Пальцы по ладам танцует, словно музыку рисует, звуком сладким, как малина, зазвучала.
В ансамбле играть она может и соло, на сцене концертной и в маленькой школе. Волшебные струны, изящная форма, как лютня звучит. Красавица Дора! А сейчас для исполнения финальной песни я попрошу всех первоклассников встать.
наступает самый торжественный и волнующий момент. И я попрошу подать мне сюда мой королевский указ. Указ по музыкальному королевству. Всех первоклассников, которые прошли вступительный экзамен, отгадали все загадки и внимательно прослушали концерт, считать юными музыкантами и вручить им наши королевские награды. Еще не закончились. Заключительный наш подарок – это оркестр педагогов нашей школы. Только называются они не просто оркестром. У них звание народное, и полностью это звучит вот так. Народный любительский коллектив, оркестр народных инструментов, педагогов детской музыкальной школы номер 8 имени Григория Шермана. Называется он «Чаровная карусель». Его руководитель и дирижер Лариса Березовская. Итак, наш финальный подарок – это оркестр «Чаровная карусель». Меццакапо, Болеро Толедо, солист Ридевский Ян, мандолина.
Соло на флейте Стройкина Вероника.